Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире АЛЛАТРА-24. Программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Завершился первый официальный визит президента Садыра Джапарова в качестве главы государства в Россию. В ходе встреч были обсуждены актуальные направления двустороннего сотрудничества, перспективы совместного взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес. Эксперты отмечают, что визит президента Садыра Джапарова прошел весьма насыщенно и продуктивно. Более подробно о перспективах сотрудничества мы поговорим с вице-премьер-министром, министром экономики и финансов Улугбеком Тойчуевичем Кармышаковым. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, мы приветствуем вас в студии АЛЛАТРА-24 в программе «Еще не вечер». Мы пригласили вас в студию, чтобы поговорить о том, как прошел первый зарубежный визит президента Садыра Джапарова в Российскую Федерацию, поскольку мы знаем, что вы были в составе делегации и принимали участие буквально во всех встречах, которые произошли на полях вот этого диалога. Итак, первый зарубежный визит состоялся именно в Российскую Федерацию. Случайно это или не случайно? Это, наверное, не случайно, потому что Российская Федерация является нашим стратегическим партнером, и самый большой товарооборот между странами приходится именно на Российскую Федерацию, поэтому этот визит является, по-моему, и первым визитом нашего президента Садыра Нуркодиевича Джапарова. И я скажу, что они очень тепло приняли, состоялись многочисленные встречи главы государства и других министров, членов правительства нашей республики, потому что было несколько наших министров, там они выезжали еще 18-го, то есть передовая группа, проводили переговорные процессы, и завершением, итогом получилось вот подписание нескольких межгосударственных, межведомственных договоров, соглашений. Несмотря на то, что это был зарубежный визит, и у него не было статуса ни официального, ни государственного, но по протоколу, мне кажется, были соблюдены все процедуры. Это встречи глав двух государств, заседания представителей правительства, да, в узком расширенном составе и другие встречи, а также было возложение венка к могиле неизвестного солдата. И потом президент давал и интервью журналисту российской газете, то есть полноценный такой визит и очень содержательный. Не зря его называют, что он был перспективным, насыщенным и заложил какие-то дальнейшие основы для сотрудничества. Но вот что интересно, подготовка к этому визиту тоже шла очень тщательно. Только что вы сказали, что определенная группа, состоящая из представителей министерств, она прибыла задолго в Российскую Федерацию, она посещала различные министерства, центры, готовила подписание каких-то соглашений. Скажите, пожалуйста, кто вошел в этот раз в делегацию Кыргызстана? От этого тоже очень зависит успех визита. Делегация была очень представительная. В делегацию, кроме нашего уважаемого президента, входили первый вице-премьер-министр Артем Эдуардович Новиков, вице-премьер-министр, то есть министр энергетики и промышленности, министр здравоохранения, министр сельского хозяйства, а также министр транспорта, строительства и коммуникаций. Как вы уже правильно заметили, они, вот, передовая группа, так называемая, они вылетели еще 18 февраля и проводили, готовили вот эти проекты соглашений, проводили переговорные процессы, и итогом явилось то, что мы подписали несколько, конкретно 5 вот этих договоров, соглашений. 24 февраля президент нашей республики прилетел и провел встречу президентом Российской Федерации, тет-а-тет, потом заместителем руководителя администрации президента Козаком. На следующий день он встретился с председателем Государственной Думы, с председателем Совета Федерации Российской Федерации, и в расширенном составе он встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным.
Были подняты несколько вопросов, абсолютно все министры, которые участвовали там, первый вице-премьер-министр и вице-премьер, мы поднимали различные вопросы, касающиеся наших направлений, и получили довольно-таки хорошие ответы, пожелания и намерения. Вы говорите, что прием состоялся очень радушный, да, теплый, в то же время деловой, есть определенные наработки и результаты. Вот в частности, во время встречи глав государств звучали такие важные слова, что страны продолжают оставаться стратегическими партнерами, что между странами союзнические отношения и готовность была развивать сотрудничество буквально во всех направлениях, в политическом, экономическом, социальном, гуманитарном, культурном, да, и военно-техническом. Скажите, пожалуйста, какие главные вопросы были обсуждены именно во время встречи глав двух государств? Встреча произошла 25 февраля. Там участвовали с российской стороны несколько министров, почти весь состав правительства. С нашей стороны те министры, о которых я уже говорил, упомянул. И на этой встрече поднимались вопросы, как вы уже сказали, широкого, скажем, широкой сферы, почти все вопросы. В первую очередь это касается экономических, социальных, аграрных вопросов, транспортных, кроме этого еще культурные вопросы. Сам Михаил Владимирович Мишустин говорил, приветствовал об отношении к русскому языку в нашей стране. И по этому вопросу они готовы инвестировать, в частности, по строительству нескольких школ русскоязычных в нашей стране. По этому поводу сам премьер-министр Российской Федерации он дал поручение министру строительства. Кроме этого, были затронуты вопросы в области военно-технического сотрудничества. Там было подписано 2 соглашения между министром обороны нашей страны и Российской Федерации. Также был затронут вопрос об оказании помощи Министерству чрезвычайных ситуаций. По линии сельского хозяйства очень много вопросов было в отношении оказания помощи именно в части по многим вопросам аграрного сектора. Также были вопросы, очень важные вопросы в отношении международных авиарейсов. Тем более этот вопрос очень актуальный, когда цены на авиаперевозку очень выросли, и по этому вопросу сам председатель правительства Российской Федерации, он поручил министру транспорта соответствующее поручение рассмотреть вопрос по снижению цен и увеличению рейсов не только Москва, допустим, Бишкек-Ош, но и других регионов, Новосибирск, через Новосибирск и другие города. Поэтому я считаю, что эта поездка, этот визит, считаю одним из самых удачных в отношениях двух стран. Также были подняты вопросы мною по возобновлению выдачи кредитов Российско-Кыргызским фондом развития, потому что из-за ситуации, октябрьской ситуации, событий были приостановлены выдача кредитов ранее одобренных проектов. Поэтому я считаю, что очень плодотворным был визит. Диалог был продолжен во время встречи с представителями бизнес-сообщества. Скажите, пожалуйста, кто собрался на эту встречу со стороны обеих стран и какие направления сотрудничества обсуждались, хотя вот в прессе писали, что это вопросы развития энергетики, промышленности, инфраструктуры, туризма, новых технологий. Эта встреча состоялась очень на высоком уровне. Об этом говорит тот факт, что на встрече присутствовал сам наш президент. Встреча была организована торгово-промышленной палатой нашей республики, непосредственно президентом Даниилом Ибраевым.
а также президентом Российской палаты промышленников, это знаменитым общественным деятелем Российской Федерации, президентом этой палаты Шохиным. Там участвовали, так сказать, многие киты российского бизнеса. Это в области новых технологий, президентом Сколково, вот тот же Виксельберг, допустим, господин, Шматко, я про отчество я не буду говорить, потому что это, кроме этого, были крупные представители бизнеса в области строительства, президент ФОС Агро, вернее, это аграрный сектор по производству по многим вопросам, там целая корпорация. Также был президент Газпром нефть, это другая компания, это не Газпром нефть, не Миллер. В общем, там были очень солидные представители российского бизнеса. И я хотел бы, пользуясь случаем, отметить и выразить благодарность президенту нашей торговой палаты, а также господину Шохину за такую организацию, хорошую на высоком уровне встречу. И были там представлены многие проекты с кыргызской стороной в виде презентации. Потом, после того, как мы вышли на встречу председателем правительства Российской Федерации, все министры оставались там, и они вели уже более такую живую беседу с представителями российского бизнеса. Очень важно, когда бизнесмены, да, представители крупного бизнеса встречаются и узнают друг друга, тогда намного легче продвигать любой проект в той или иной стране. Но вот если поговорить о сотрудничестве в военно-технической области, этот вопрос часто сейчас звучит. В области военно-технического сотрудничества, там, насколько я знаю, было подписано два соглашения. Первое соглашение это по использованию беспилотных летательных аппаратов у нас на территории Кыргызской Республики и по стратегическому развитию в области военно-технической взаимоотношениях. Сам министр обороны нашей страны и министр обороны Российской Федерации, господин Шойгу, они подписали эти соглашения. И надеюсь, что вот эти соглашения дадут импульс еще дальнейшему развитию отношений в области военно-технического сотрудничества. Президент Садыр Джапаров и новое правительство, сформированное в нашей стране, делают ставку на развитие горнодобывающей отрасли. Приняты указы, идет реформа, потому что необходимо менять отношение, да, инвесторов к тому, что они делают в нашей стране. И этот вопрос тоже поднимался во время встреч в Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, удалось ли получить какие-то наметки, договоренности, что будут привлечены новые инвесторы, новые технологии и капиталы? Да, в этой области тоже были обсуждения. Это прежде всего касались эти вопроса о сохранении инвестиций иностранных, то есть российской стороны, об обеспечении их безопасности, создания условий нормальному ведению бизнеса. К сожалению, вот те события, которые у нас произошли в октябре прошлого года, из-за вот этих событий, из-за политической нестабильности, когда были приостановлены многие проекты, в том числе в горнодобывающей отрасли. И в своем выступлении председатель правительства Российской Федерации господин Мишустин об этом говорил, отметил, чтобы мы обеспечили безопасность вот этих компаний. В то же время с господином Виксельбергом обсуждались вопросы по привлечению инвестиций в области выращивания монокристаллических элементов. То есть у нас в настоящее время в Орловке работает проект по выращиванию вот этих
кремниевых, как сказать, кристаллов, да, который применяется, широко применяется, особенно в последнее время в технологии производства IT-технологий, то есть компьютерных, и особенно вот электрических преобразований электрических энергий, солнечных энергий в электрическое. В этом направлении на сегодняшний день было привлечено инвестиции 2,7 миллионов евро. Это начало только. И вопрос стоял в том, что дальнейшее развитие вот этого проекта, производство вот этих кристаллических элементов производится у нас в Кыргызстане, в селе Орловка и в Калининградской области. И нами было озвучена просьба, чтобы они производились и вложили у нас, потому что потенциал очень хороший, огромный. Можно ежегодно более 70 миллионов евро, до 70 миллионов евро, долларов, производить товары вот в этом направлении. И он сказал, да, тоже приветствует, он тоже знает, он много раз побывал у нас в Кыргызстане, поэтому говорил, что этот вопрос будет решен. Ну вот интересно, у Кыргызстана есть опыт, когда идет сотрудничество не между двумя странами, а между регионами двух стран. И часто вот к нам приезжали представители и того же Калининграда, да, и Сибири, которые смотрели возможности и что можно сделать, и каким образом организовать это сотрудничество. Но Кыргызстан — это все-таки аграрная страна. Мы выращиваем сельскохозяйственную продукцию, которая, кстати, уже заняла определенное место на рынках России. Это наши фрукты, овощи, мясо и так далее. И я знаю, что на встречах поднимался вопрос о создании перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции и строительстве торгово-логистических центров. У нас работает Кыргызско-Российский фонд развития, который, в принципе, поддерживает такие направления в нашей стране. Есть импульс для дальнейшего развития? Конечно, эти вопросы тоже были подняты, особенно в сибирских регионах, это в Новосибирске и в других городах, по строительству вот этих логистических центров, чтобы наша республика беспрепятственно вывозили и там реализовывали свою сельскохозяйственную продукцию. Правильно заметили, что в основном у нас экспортируется в Российскую Федерацию, в основном это продукты текстильного производства и сельскохозяйственного производства, сухофрукты, так как наши продукции они являются экологически чистыми, естественно, спрос большой. Я еще добавлю, что, как вы знаете, в прошлом году, прошлый год был объявлен перекрестным годом Кыргызской Республики и в Российской Федерации, и Российской Федерации в Кыргызской Республике. Но, к сожалению, из-за пандемии эти мероприятия они были приостановлены, и в этом году в рамках Межправ Совета, который будет проходить у нас на Иссыкуле в августе этого года, мы планируем официально завершить, проводить до этого культурные мероприятия и, соответственно, расширить взаимоотношения регионов наших с российскими регионами. Made in Kinji, сделано в Кыргызстане. Этот бренд хорошо известен в странах СНГ, в том числе и в России. Развитие легкой промышленности. Наши швейники нуждаются в освоении новых рынков, в создании новых больших предприятий для того, чтобы возродить легкую промышленность в нашей стране. Скажите, пожалуйста, может ли российский капитал быть заинтересован в строительстве вот таких фабрик в Кыргызстане? Как раз об этом был затронут вопрос во время встречи российского бизнеса с нашими представителями, в том числе с участием президента. И есть заинтересованность российской стороны именно в инвестировании в отрасль, легкую отрасль, легкой промышленности. Этот вопрос будет прорабатываться нашим Министерством энергетики и промышленности. Кстати, министр тоже участвовал на этой встрече. Поэтому я надеюсь, что эти вопросы
получат дальнейшее развитие в последующем по итогам вот этих встреч. Вы уже рассказали, что вы говорили о том, что необходимо сократить количество чартерных рейсов, да, и возобновить как авиасообщение, так и железнодорожное сообщение. Что на это ответила российская сторона? При каких условиях будет возобновлено железнодорожное сообщение? Детали, нюансы я не могу сказать, но при нашей встрече с премьер-министром Российской Федерации он лично поручил министру транспорта отработать эти вопросы и сказал, что эти вопросы будут решены. Это было заявлено, когда прям нашему президенту Садыру Нургулджиевичу. Вопрос борьбы с пандемией, да, с COVID-19, он продолжает быть актуальным, и мы знаем, что Российская Федерация поставит нам вакцину, да, спутник Ви. Скажите, пожалуйста, более подробно, когда поступит вакцина в Кыргызстан, при каких условиях? Конкретные сроки я сейчас не могу сказать, потому что это во втором квартале, наверное, скорее всего, потому что этот вопрос тоже был поднят. И министр здравоохранения господин Бишиналиев, он встретился со своим визави и обсуждали этот вопрос. И этот вопрос поставки первых 500 тысяч доз, они уже решены. В нашу страну они да. прибудут. И в первую очередь я слышала, что они будут делаться работникам социальной сферы, медицинским работникам, да, учителям, пожилым людям и так далее. Но мы говорим о том, что это был первый зарубежный визит президента Садыра Джапарова в Российскую Федерацию в качестве главы государства. Да, он не имел статус ни государственного, ни официального, но тем не менее были заключены соответствующие соглашения, протоколы, договора, и один из них – это создание системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике. О чем идет речь? Кстати, вот по этому вопросу было подписано соглашение между правительством Российской Федерации и нашим правительством. Мы подписали с господином Мантуровым Денисом Валентиновичем, это министр промышленности и торговли Российской Федерации, 24-го. Это соглашение дает соглашение это по маркировке средствами идентификации товаров. Что это даст? Это даст в первую очередь приобретение качественных товаров. Во-вторых, это будет выводить из тени, то есть идет сокращение теневой экономики. В-третьих, это даст сокращение количества контрафактных продукций. В-четвертых, это приобретение товаров и сокращение количества контрабандных товаров. То есть это с помощью этого соглашения, результатом этого соглашения является то, что в первую очередь мы у нас в Кыргызстане будем маркировать продукции табачной и алкогольной продукции. Потом в последующем перейдем маркировать уже другие товары. В настоящее время уже идет маркировка обувной продукции, которую мы поставляем в страны Евро-ЕС. И вот это, в рамках вот этого соглашения оператор, российская сторона, то есть они прибудут к нам в самое ближайшее время, это уже в марте уже начнется пилотный проект, а с 1 апреля уже начнет полностью действовать в нашей стране. Это результат того соглашения со странами ЕАЭС, то есть в рамках зоны ЕАЭС все товары будут подлежать маркировке средствами идентификации. То есть это даст нам возможность отслеживать продукцию от производства до потребителя. Поэтому это вот эти преимущества, о которых я говорил, плюс это даст нам дополнительному поступлению
ресурсов в бюджетную часть бюджета, доходную часть республиканского бюджета. Особое место во время визита занимает встреча с соотечественниками. Глава государства Садыр Джапаров встретился с теми, кто долгое время живет и работает в Москве. И речь зашла опять о положении прав трудовых мигрантов, о их защите. И в то же время прозвучала мысль о том, что необходимо возвращаться на родину для того, чтобы накопленные средства вкладывать в развитие экономики. И было сказано о том, что на родине будут созданы определенные условия, и заранее уже поставлена задача перед правительством разработать программы для того, чтобы наши соотечественники вернулись в Кыргызстан. Да, вы правильно говорите. После встречи с председателем правительства Российской Федерации Садыр Нуркожоевич Джапаров, он встретился с представителями диаспор, которые находятся в частности в Москве, да и в целом в России. Было очень много представителей, полный зал почти. Были там и вопросы, и предложения, что хорошо со стороны наших мигрантов, руководителей диаспор. Правда, я скажу, что времени было не очень много, потому что после этой встречи он должен был встретиться с президентом Татарстана, с господином Миннихановым. Поэтому были и хорошие предложения, были заданы несколько вопросов. Мы, правительство Кыргызской Республики, над этим мы уже работаем. Те предложения, о которых они говорили, некоторые из них уже претворяются в жизнь. Это в частности, в первую очередь, это система долевого участия бизнеса ихнего, то есть конкретных физических лиц, и части со стороны государственного бюджета. Это так называемая, вот у нас сейчас существует, работает система стимулирующих грантов. Это одна из форм взаимоотношений местного самоуправления. Кроме этого, есть у нас существует проект ГЧП, государственного частного предпринимательства. То есть, если частные предприниматели, они готовы вложить, то государство тоже в этой части готово помочь, в части финансирования вот этих проектов. Специально для этого у нас предусматриваются средства в республиканском бюджете, поэтому они уже претворены в жизнь. Кроме этого, было хорошее предложение по ипотечному кредитованию, и об этом подробно остановился наш уважаемый президент. Он сказал, что в принципе можно, начиная с этого года, выдавать ипотечные кредиты под 4% до конечных потребителей. Это очень хорошее заявление. Над этим мы уже, проект у нас есть в правительстве. Надеюсь, оно будут претворены в жизнь. Может быть, те мигранты, которые вернулись в Кыргызстан, они останутся на родине, и вот когда даже откроются все авиасообщения, железнодорожные пути, они не уедут, а подумают, что же можно сделать в Кыргызстане и как продолжить зарабатывать себе на жизнь и кормить семьи. Скажите, пожалуйста, как завершится перекрестный год, какими мероприятиями? Мероприятия были очень объемные, много очень культурном отношении, в культурной сфере. И, естественно, в экономической сфере тоже, особенно между регионами нашей страны и Российской Федерации, они будут возобновлены уже с марта этого года и будут официально завершены с участием руководителей правительств, именно премьер-министров, в августе этого года в Чолпан-Ате. Большое спасибо вам, что вы нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Вы рассказали об очень интересных моментах сотрудничества между нашими странами. До этого времени мы об этом не знали. Я думаю, что многие люди возьмут себе это на вооружение. Уважаемые телезрители, я напомню, что в студии был вице-премьер-министр, министр экономики и финансов Улугбек Тойчуевич Кармышаков. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.